3 декабря 1937 года в Казани в кабинете заместителя наркома внутренних дел ТССР во время допроса якобы от паралича сердца умер Шамиль Усманов. Создатель татарстанского радио, писатель, участник гражданской войны, идейный и пламенный большевик. Сегодня мы расскажем вам о малоизвестных фактах из его жизни. Например, такие. При рождении нашего героя звали Абдулла. Шамилем он назвал себя сам, позже. А почему, доподлинно неизвестно. Начать писать его побудили события гражданской войны. Его пьеса «В кровавые дни» ставилась на сцене более 1000 раз. Один из своих рассказов «Смерть подпоручика Данилова» Усманов отправил Максиму Горькому, с которым позже, в 1928 году, встретился в Казани. Шамиль Усманов был арестован 8 апреля 1937 года за вымышленную связь с Турцией и Афганистаном. Его обвиняли даже в том, что он лишь искусно маскировался под революционера, а на самом же деле был одним из ярых националистов и агентом Султангалиева. Сокамерники же вспоминали о нем как о человеке честном и благородном. В тюрьме после жестоких допросов они вели с ним споры на отвлеченные темы. Говорили об искусстве, Усманов декламировал Пушкина и Тукая и читал свои фантастические рассказы. А однажды вылепил из хлеба шахматные фигурки, и в камере начались настоящие турниры. Шамиль Усманов был реабилитирован 30 декабря 1955 года.